приезжают в горячие точки, могут подпасть под закон, который запрещает участвовать людям в каких-то там наемнических операциях. А казачество вот здесь, как оно участвует? Вот что такое доброволец, который сам отправляется куда-нибудь? Хорошо, вопрос понятен. Я коснусь немного истории. Якутский казачий полк в этом году будет отмечать 315 лет со дня указа Петра I о создании нашего полка и 25 лет возрождения уже нашего якутского казачьего полка. За эти годы, которые существует якутский казачий полк, якутские казаки принимали участие во всех боевых действиях, которые вела Россия. Это и Севастополь 854-55 года, это и Шипка, это и Карпаты, это и Манчжурия, это и братоубийственная гражданская война, отечественная война. И в сегодняшние дни наши казаки воевали и воюют на защите нашего конституционного права нашего государства, на защите нашего Отечества. То есть, где бы казаки не воевали, где бы наши войска, не обязательно казаки не воевали, это и Африка, это и Корея, это и Ближний, и Дальний Восток, это сегодня и Донбасс, и Кавказ. Везде люди, везде воины защищают наше Отечество. Почему сегодня американцам можно защищать свои интересы в любой точке мира, в любой точке планеты, а нам только на своей территории? Это совершенно неправильно. Об этом постоянно говорит наш уважаемый президент Владимир Путин. Так и у нас сегодняшний день получается. Наши казаки уже в советское время и постсоветское время воевали и воюют в Приднестровье, в Нагорном Карабахе, в Чечне, в Ингушетии, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, сегодня в Донецке. Ну, в Сирии, не знаю, воюют или нет, но российские войска там присутствуют. Все это ведется для защиты нашего Отечества. Так, что же такое доброволец и что такое регулярные войска и что такое наемник? Регулярные войска – это люди, которые состоят в Министерстве обороны нашего государства. Добровольцы – это люди, которые, выполняя чувство долга, идут защищать Отечество, идут защищать в данный момент вот, на Кавказе или в Донбассе жителей этой республики, этого государства бесплатно, на бесплатной основе. Это добровольцы. А наемники – это люди, которые получают зарплату, которые обмундировываются за счет какой-то фирмы, которые едут туда и возвращаются оттуда за счет этой фирмы, которые лечатся в госпиталях, ну и бывают и погибшие, и доставляют погибших за счет этой фирмы к себе на родину. Мы же, наше якутское казачье добровольное подразделение, мы там с октября 2014 года и по сегодняшний день там у нас казаки воюют на защите нашего Отечества. Мы воевали и воюем на безвозмездной основе. То есть все снабжения продуктами, медикаментами, обмундированием, проезд туда, проезд оттуда. Погиб наш брат, младший наш брат Сергей Пронин, который в казачестве был с 10-летнего возраста. Мы его тоже доставили за свой счет. То есть буквально доброволец – это тот, кто не получает ни копейки. Так вот, наше добровольное подразделение, мы не наемники. Мы об этом говорили, говорим и будем говорить. Приходит к вам человек, да, хочет добровольцем, вы какой-то все-таки отбор делаете, проверяете? Мы берем всех добровольцев, но не берем очень молодых, 19, 20 лет, 21 год, таких мы не берем. Хотя там, вот мы когда влились в подразделение казачьего спецназа, там были дети по 18 лет, по 17 лет. Вот. Ну, немного, их там 2 или 3 было, по-моему, да? Вот. Ну, были. Участвовали в основном. Да.
но в основном люди зрелые уже, отслужившие. Мы не просто... И вот на пороге обучения из 30 человек осталось только половина отсеялась. А вообще якутян там много? Вы знаете, мы слышали за якутян, там были якутяне, там были и снайпера, ну, встречали якутские, да, якутские бойцы в основном-то и отличаются тем, что во все времена они были великолепные снайпера. Вот. В нашем подразделении тоже было 2 снайпера, вот, и встречали 8 человек сразу, якутских бойцов, достойных бойцов. Был разговор, что там погибло 4 снайпера с Чурапчи, но это был голословный разговор, мы не могли его подтвердить и проверить, да это нам и не надо было, но информация была такая. Вот. Я знал там 2 воинов, у которых были позывные «Якут». Вот. То есть, конечно, якутские люди, якутские бойцы там есть, воевали и сегодня есть. И с нашего подразделения сегодня там есть якуты. Вот, продолжают воевать там. А вообще вот что вот побуждает вот идти на такой риск? Вот, можно же погибнуть. Ну, вы знаете, я вот вначале начал говорить, я могу сейчас повториться, что сегодня весь Донбасс яро сопротивляется украинской армии, украинской политике нацизма, фашизма, бандеровщине. И это вот как был город Майский, там такая была обстановка после захвата этого города, почти что все мужское население было вырезано. Вот захват, если мы бросим на произвол Донбасс и Луганск, в течение недели, а может быть даже одной ночи, половина вырежут сразу же. Поэтому мы не имеем права сегодня бросить этих людей на произвол. Это наши братья, это наши, у многих там родственники, у многих семьи совместные, русские, украинские. И все эти семьи, все эти родственники, у кого в России, все будут подвергнуты украинскому геноциду. Это 100%. И мы обязаны вспомнить историю, кому принадлежала эта земля. Вот. А что сегодня там бандеровцы кричат, что это наше, что сегодня там останавливают грузовики, что сегодня везде в школах вырезали русскую историю. Мы вот там воевали с людьми, и когда я им рассказывал историю казачества, историю, кто такой Жуков, кто такой генерал Ермолов, они говорят, мы таких не знаем. Я говорю, как вы не знаете историю своего государства? Но они молодые люди. Они говорят, да ты знаешь, мы в школе изучали только 2 героев, Бандеру и Шухевича. Все, я просто оглох от такого. То есть историю Великой Отечественной они там практически не знают. Вообще, поэтому сегодня они убрали, и 9 мая убрали, вот, и 23 февраля они убрали. Люди, которым все равно или бандеровец, или там националист какой, или фашист, им все равно, лишь бы не русские. Даже я не говорю советские, просто русские им там не нужны. Во всех школах давно убрали русский язык. Вы встречались там с представителями там, украинского казачества? Ну, конечно. Конечно, встречался. Как вот они чувствуют связь какую-то? Я с ними встречался еще задолго до Донбасса, с украинскими казаками. Я встречался в 2000 году. Мы еще встречались с атаманами, с казаками. У меня отец родом оттуда, из-под Донбасса. Вот. Я-то родом с другого города, но вот мне 65 в этом году будет, 64 я прожил здесь, в Якутии. Вот. Но там есть родовые кладбища, мы сейчас были, заезжали туда. То есть русские, там украинцы и русские нету разницы. Вот именно там, в Донбассе. Туда дальше, там да, там русских ненавидят и выталкивают. А с Украины, я говорю, казаки там, вот в Донбассе казаки, они, к сожалению, не знают истории казачьей своей, не знают казачьих традиций, но они кричат, мы казаки, носят папахи, идут в бой в папахах, так же, как наши казаки.